Это не музыка, это Евангелие. Серьезно? Сейчас снова модными становятся там с огурцами такие галстуки. Вот иногда ношу. Я думаю, что ребята тоже порадуются, такой для них будет много-много сюрпризов. Первый вопрос. Вообще скажите, как давно вы занимаетесь скандинавской ходьбой и почему именно она? Очень давно. Мне вообще посчастливилось в жизни два таких вида спорта, которых я стоял, таких у истоков. Мне повезло быть с людьми, которые это все начинали в свое время. Это вот скандинавская ходьба, это было, лет 13, наверное, назад, может быть. Когда создавалась федерация, я даже был вице-президентом одно время Федерации скандинавской ходьбы Удмуртской республики. Сейчас что-то там почетным членом каким-то считаюсь. Сова или жаворонок? Вот просто как вы себя позиционируете? Я встаю очень рано, всегда. Как-то вот это время на сон, оно у меня, особенно сейчас, мне вот так жаль искренне вот этого времени. Поэтому я просыпаюсь рано, в выходные дни также. С утра вот стараюсь пробежаться, в это время я слушаю много чего там полезного. Это не музыка, это Евангелие. Серьезно? Во-первых, очень хочется провести сейчас ревизию велосипедных дорожек и попытаться на карте замкнуть город. И второе, что важно сделать, нужно навести порядок, конечно, здесь, потому что для велосипедистов это очень опасно, во-первых, особенно для тех, кто катается в вечернее время, а я к таковым отношусь, когда эти брошенные велосипеды. То есть мы должны приучить сами себя прежде всего. Это важно, все начинать надо с себя. Да, к тому, что самокаты можно бросать только в таких местах. Мы эти места тоже обозначим. Я доволен визитом, доволен той работой, которая здесь ведутся. Она совершенно обновленная. То, что они увидят здесь, их приятно удивит, потому что это не просто капитальный ремонт здания, это не просто полы, стены, потолки, окна. Это прежде всего новое оборудование, современное, новая мебель, новая техника, новые классы. Пошла встреча с руководителем ДРЭО. Расскажите, город к зиме готов? Город к зиме готов. Мы сейчас все возможные варианты, какие даже самые тяжелые, проговорили. Есть понимание очередности действий, есть понимание того, как работает служба, кто им помогает. В общем, все смоделировали даже с учетом самых больших снегопадов. Поэтому готовность есть. Попросил руководство ДРЭО подготовить программу обновления транспорта на ближайшие 5 лет. Делаем все возможное для того, чтобы доукомплектовать штаты в преддверии зимнего сезона. Часто обращаются жители с вопросом, допустим, у объектов культуры, там у театров платные парковки, а, допустим, у правительства, у администрации, там пока нет таких. Что-то с этим будет как-то меняться? Я думаю о том, что у нас появятся все-таки определенные льготы, и мы пока обсуждаем, как это реализовать у объектов социально-культурного как раз-таки назначения, возле больниц, возле каких-то театров, детских учреждений, образовательных учреждений. Вот об этом мы сейчас всерьез очень думаем. Проект новый, проект, не идеальный. Я и нисколько не пытаюсь сказать, что мы все хорошо сделали на самом-то деле. Нет, есть вопросы, но это вопросы, которые вот сейчас как раз достаточно информации, есть что проанализировать и принять правильное решение. Дмитрий Александрович, вот у вас прошла сейчас встреча с матерями бойцов погибших. Скажите, вкратце, что на этой встрече, какие-то, может быть, решения были, что-то обсуждали важное, все моменты? Мы встречаемся часто, мы проводим такой формат больших встреч.
А на самом-то деле, помимо этих встреч, мы встречаемся в разных совершенно историях с ними, ну, регулярно. Там, с каждой из них, ну, во-первых, я практически со всеми знаком лично. Вот, и мы созваниваемся, у нас есть какие-то там общие вопросы, у каждого они возникают. А вот такие общие встречи нужны для того, чтобы, ну, они поговорили, для них очень важно это общение, важно понимать реакцию власти на те проблемы, которыми у них достаточно много их на самом деле. Предлагают интересные вещи. Вот сегодня там прозвучала тема, давайте создадим родник в городе Ижевске, родник вот, посвятить, ну, ребятам СВО, погибшим в СВО, чтобы они могли приходить там пить воду. Ну, для них это важно, это ритуальная такая история. Сделаем? Конечно, сделаем. Сделаем, как и построим мы в конце концов, сейчас вот место уже ищем, большую аллею памяти, тоже сделаем. Еще тогда два вопроса, они Да. из разряда, ну, как сказать, немножко не по теме, но просто интересно. Сколько у вас галстуков? О, много. Я Вы считаете? люблю, нет. Они у меня, причем, знаете, такие с давних времен, как сейчас снова модными становятся, там с огурцами такие галстуки. Вот иногда ношу. И еще один вопрос. У вас есть какой-то ежедневник? В каком виде вы его ведете? Вот просто интересно. Да, у меня несколько вот на столе. Я не могу привыкнуть и не умею работать, вот нося с собой постоянно ноутбук. Мне больше нравится вот это, потому что я прописываю, когда рукой задачу, она у меня как-то по-другому в голове откладывается. Вот, поэтому мне надо писать. Я пишу, у меня несколько ежедневников. Есть ежедневник, который я ношу с собой вот, на встречи, вот, когда они вне офиса, здесь, вне кабинета. А есть ежедневник, который вот у меня на рабочем месте. Он побольше в диаметре. Вот, и я там все прописываю. Ну, вот, поэтому нет, все от руки. Все от руки. Никакой техники. Ну, некоторые считают, что это несовременно, но я в этом отношении консерватор. Вот мне нисколько не мешает. Мне кажется, что так эффективнее. Мы сегодня с вами весь день. Да, мы сроднились практически. Да. Вообще, расскажите, вы отдыхаете? И как вы отдыхаете после таких вот тяжелых, достаточно нагруженных трудовых дней? Ну, я прихожу домой, вот это место отдыха, я очень люблю приходить домой. Это говорит о том, что я счастливый человек. Вообще люди, которые с удовольствием идут на работу, ну, это такая классическая схема счастья. Дома меня ждут дети. Мы сейчас будем там уроки доделывать еще. У нас там серьезные такие, мы допоздна делаем уроки. У меня там младшие дети на начальной школе. Поэтому начальная школа тоже самая тяжелая такая история. Поэтому мы делаем уроки, потом читаем книги. Потом у меня будет время, я четко знаю, там, что когда девчонки уже улягутся спать, у меня будет время почитать. Вот, и в 5 часов подъем, снова палки и дальше по кругу приходите завтра.